Скажите, какое будущее у вас ждет правительство Болгарии? Понимаете, из ничего не возникает, ничего никуда не исчезает. У Долгаева не может быть будущего. Это только проклятие народа. Какой исход президентских выборов в России вы считали бы наихудшим для Чечни? Некоторые свои нынешние шаги предприняли из соображения необходимости повлиять на то, чтобы в России все-таки процессы развивались в сторону укрепления демократии. Хотя Россия далека на 1000 миль от демократии. Но мы хотим, чтобы она продвигалась. Мы, пока существует этот мир, обречены жить с Россией рядом. Мы реалисты. Мы учитываем, что Чечню нельзя ни за пазуху засунуть, или в мешок и куда-то унести. И в Россию нельзя. Это проблема реальная и проблема правная. И мы исходим из этого. И поэтому, конечно, считая это сугубо русским, внутренним делом России, президентские выборы, другие выборы России, мы, конечно, очень заинтересованно смотрим, в какую сторону могут идти процессы развития России. И в данный момент мы приложили максимум возможных на этот момент усилий, чтобы помочь России выдержать какое-то такое медленное, малоощутимое движение к демократии. Думаю, что это наш долг, потому что мы, заботясь о независимости, о свободе, о демократии в своем государстве, в своем народе, для своего народа, мы должны знать и помнить, и не забывать, что процессы демократизации, они не могут быть какими-то локальными, они взаимозависимы, тем более в сегодняшнем мире. Еще 500 лет назад можно было там где-то пытаться установить какой-то режим более благоприятный для одного народа. Сегодня процесс другой. Поэтому мы выполнили свой долг перед человечеством на данный момент. Что будет с Долгаевым, если российская сторона? Он будет судим по всей строгости закона Чеченской Республики. Скажите, пожалуйста, каким конкретно именем, с каким конкретно кандидатом вы связываете надежды на развитие демократических процессов в России? Ну, раз мы пошли на такие шаги в данный момент, часто мы их связываем и с Ельциным. Но это проблема, которая должна рассматриваться в связи с некоторыми так называемыми право-левыми этой гонки. Но и я должен сказать, что мне всегда симпатизировал Явлинский, как человек, который более трезво смотрит на будущее России. Вообще-то человек, который, по крайней мере, в своих декларациях, которые я наблюдаю уже 3 года, демонстрирует приверженность принципам демократии. Существуют разные версии того, почему Россия боится потерять Чечню. Одна версия связывается, скажем, с возможными трубопроводами, нефтью, другая версия с стратегическим положением. В темно-экономических делах, проблемы, которые сегодня существуют в взаимоотношениях с Россией, это все выдумки, те нефтяные запасы Чечни, это смиротворны для того, чтобы говорить, что Россия пошла бы на такие жертвы не только людские, там, экономические, но и моральные, политические, нравственные, которые она понесла в связи с этим мировым сообществом. Это сегодня вот эту агрессию так
осторожно оценивать руководителей других государств мира. Завтра там будет совсем другая оценка. Завтра это будет одно из позорнейших пятен истории русского народа и России. Поэтому те, кто делали шаг к войне, не могли это не понимать. Но у них действительно их в крови и в психологии имперские амбиции возобладали над здравым смыслом, и была сотворена эта война.